Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, у нас сегодня в гостях Дмитрий Михайлов, журналист, писатель и блогер, автор проекта «Страшные истории Якутска». Дмитрий? Всем привет! Итак, мы с удовольствием приступаем к вопросу. Я разбила на два блока: мистический якутский и мистический Дмитрий. Объясню чуть позже. Мистический Якутск. Итак, сейчас самая актуальная тема – это раскопки по проспекту Ленина. Да? И там нашли целые захоронения, черепа. Да? А есть ли какие-то мистические истории с этими местами? С площадью Ленина, может, с самим проспектом или конкретно с этим участком? На самом деле есть, и они касаются тоже захоронений. Например, одна очень интересная история, она касается тоже захоронений, и тоже захоронения на проспекте Ленина, потому что это связывает с призраком немой монахини. Это на самом деле ссыльная, которая была увлечена в заговоре против царя. Так, Анна Бестужева-Рюмина. Вот. По легенде, то есть ее в реальности сослали сюда, в Якутск, ей еще отрезали язык. Да, и она жила при церкви, которая сейчас находится в Заладе, восстановленная. И она жила рядом с ней, и похоронили тоже как бы недалеко от этой церкви. Даже есть фотография, где была ее могила, она стояла прям практически у дороги. Когда дорога была деревянная, а потом, когда как бы начали уже застраивать город, собственно говоря, по ее костям пустили дорогу. То есть здесь сейчас проспект Ленина, где он заканчивается. То есть это, возможно, это ее череп? Нет, она была похоронена несколько дальше, то есть дальше кинотеатра Лена. И говорят, что ее призрак хотел покоя, потому что по ее телу ездят, и поэтому она появлялась в образе монахини. И когда к ней кто-то приближался, она делала такой вот знак тишины, то есть она тем самым намекала жестом, как немая, о том, что она хочет тишины и покоя. И на самом деле у нас действительно часть проспекта Ленина находится на костях, улица Лермонтова находится на костях, и вообще все места, где раньше были церкви, там вокруг всегда были захоронения, потому что была такая древняя традиция христианская о том, чтобы старались хоронить людей именно на освященной земле по возможности. То как раз там же церковь стоит, реставрируют ее. Она раньше была клубом Чароит, по-моему, да? Да, я в этом здании жил в детстве, на самом деле. Оно тоже очень сильно овеяно ореолом мистическим, то, что там есть призрак оперы, который связывает с личностью певицы послевоенных лет Екатерины Захаровой. Также там тоже были захоронения вокруг. У меня отец участвовал в эксгумации, тоже Михайлов Дмитрий. Он рассказывал, то, что перезахоронения проводили, и вокруг были тоже захоронения. Потому что в советское время к телам относились очень небрежно. Очень небрежно, да. То есть просто как к мясу, и поэтому, когда что-то застраивали, просто сверху убирали вот эти оградки, могилки, вот это вот все, и поверх застраивали, делали скверы, дома и так далее. Это как бы уже в 90-е годы началось более такое как бы бережное отношение к телам, начались вот эти перезахоронения, но, возможно, там вот на проспекте не от вот этой церкви, да, не от собора, а, скорее всего, Тихвинская церковь, которая тоже была вот в том вот районе, сейчас она не сохранилась, то есть это, возможно, ее как бы ее кладбище, да, принадлежащее историки, по крайней мере, говорят так. У нас на территории города было около 10 кладбищ. 10 кладбищ, немало. Хорошо. Второй, не менее актуальный, это с пустошью по Петровского, или считается, что он коровником был. С этой местностью тоже есть какие-то истории? Вообще, как вы считаете, существовал ли коровник? Правда ли это все? Там на самом деле история, кстати, не совсем понятная.
То есть там есть совершенно разные версии, что там чумной был скотомогильник. По другим версиям говорилось, что там был не сам чумной скотомогильник, а там, по-моему, захоранивали образцы, взятые на анализы или вот что-то такое. То есть, возможно, там действительно угроза, она не такая большая. Но на всякий случай, конечно, действительно там жилые дома или вот что-то такое как бы строить действительно лучше перестраховаться. Хотя-то, конечно, с одной стороны, такой большой кусок незанятой территории, но с другой стороны, это на самом деле хороший шанс для города, чтобы у нас появилась еще одна зеленая зона, например. Ну, там уже началось строительство молодежного кластера. Да. Так, и каждый раз по Покровскому тракту проезжаю и вижу этот дом пустой. Года 2 назад он был пустым, сейчас вроде там и живут люди. Или не живут. В общем, что же в этом доме? Все-таки есть привидения или нет? Сложно сказать, тут есть 2 версии, и, кстати, этот вопрос мне задают очень часто. Когда его задают в частном порядке, я уже думаю, что, может быть, начать брать деньги, потому что спрашивают этот вопрос, задают всегда. На самом деле, эта легенда, она сильно очень переоценена, и у нее вот вся вот эта мякотка заключается в том, что есть точная географическая привязка, то, что именно в этом здании что-то вот происходило. И там даже легенды, которые про него ходят, не легенды, слухи, они различаются. По одной версии там зарезали целую семью. По другой версии там во время строительства произошли какие-то разборки и кого-то там замуровали. Вот. А теперь я еще добавлю другие слухи, которые я знаю. Первое, я туда ездил на съемку передачи «Полтергейст». Там у нас были ребята, которые считают себя экстрасенсами. Они сказали то, что что-то чувствуют, но тут я не склонен к этому очень сильно верить, потому что даже если они ничего бы не почувствовали, им бы пришлось сказать на камеру то, что я здесь что-то чувствую, иначе как бы не было бы никакой интриги. Поэтому я не говорю, что они вот как бы что-то не смогли, просто я как бы их версиям не сильно доверяю. То есть, может быть, они действительно что-то чувствуют. Я могу сказать, что там действительно очень место такое мрачное, энергетика такая тяжелая, просто по ощущениям даже. То есть, даже если не знать, что там что-то происходило, возможно, и не происходило, но энергетика там действительно тяжелая, и поэтому, возможно, поэтому реально это здание продавать не получилось. Потом, когда в интернете эта байка, она всплыла очень давно, ей уже, я не знаю, лет 10 или 20. Давно. И она раз в несколько лет снова всплывает, когда какой-нибудь паблик или какой-нибудь сайт его снова публикует. И тут же начинается бурное обсуждение. Ой, я проезжал, я тоже видел. И иногда там появляется хозяйка в комментариях. То есть ей это не нравится. Но она вот до последних лет появлялась. И она рассказала однажды версию такую, то что когда они строили дом, у них от болезни слег отец. Из-за этого у них строительство остановилось, потом у них начались финансовые сложности, из-за этого они строительство и вовсе как бы прервали, а потом у них появился, они хотели уже вот этот участок продать недостроенный, у них появился покупатель, который хотел очень сильно сбить цену, они не согласились, он разозлился и сказал, что у вас тогда это здание никто не купит, потому что я про вас буду говорить плохое. А вот вы сами верите в шаманизм? На самом деле, да. Но я могу сказать, что исходя из того, что я очень много изучал вот этот сам фольклор, то есть еще когда учился на филологическом факультете, потом это начал делать уже более углубленно, серьезной литературой, нашими, учеными предшественниками. И я прихожу к мнению, что на самом деле из-за советской власти и преследования шаманизма у нас на самом деле преемственность она прервана. Возможно, она сохранилась у северных народов, докуда как бы власть она не сильно могла, то есть не так сильно присутствовала там, в менее населенных пунктах.
Вот, там, возможно, оно могло сохраниться, здесь у нас прервалось, но, с другой стороны, я считаю, то, что те, кто сейчас его исповедует, они все-таки относятся к неошаманизму, то есть они его трактуют в рамках того, как сами это понимают. Хотя, как бы, я изучаю довольно-таки древние источники, я понимаю, что очень многие вещи про шаманизм, они уже неизвестны людям. И еще, наверное, гораздо больший пласт, он просто не попал как бы в научную литературу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что культура, она не должна стоять на месте, она должна со временем мутировать. Например, у нас появился такой вот якутский обряд, это приношение в жертву духам оладий. На самом деле это очень такой новодельный Новый, что ли? Да, это на самом деле новый обряд. Он появился там чуть ли не в 90-е годы, что ли. То есть он такой более современный. Ну, это даже легко можно понять, потому что на самом деле как бы до освоения Сибири у нас просто-напросто не было муки. Ну, по крайней мере, из пшеницы. Вот, и поэтому в жертву приносились на самом деле кусочки пищи, ну какие есть. То есть там было несущественно и давали как бы небольшие куски пищи. Они либо оставлялись на природе, либо если была возможность, то передавались через огонь. В данном случае огонь это был транспортером из мира материального в мир нематериальный. Вот, и поэтому я считаю, что все-таки шаманизм, он, наверное, со временем у нас возродится как верование. Хорошо, и последний наш вопрос по мистическому Якутску. Вот 3 топ, не знаю, мест, самых страшных мест, где можно пощекотать нервишки, по вашему мнению? Но, к сожалению, у нас Якутск со своими окрестностями, он год от года начинает терять различные интересные места. Например, раньше интересным местом был Железный дом, который построил один мужчина, он, по-моему, был даже ученый. Он его строил в честь своей жены. Место называлось Астрахора, очень красивое, кстати, потому что он к этому подошел очень креативно. То есть он из разного хлама начал строить такой своеобразный замок. Но, к сожалению, он умер. Потом участок, где этот дом стоял, его продали, и, соответственно, этот дом уже новые владельцы начали разбирать. Таким образом, город лишился. Потом было интересное место, заброшенная военная база возле села Владимировка. Оно тоже начало приходить в разрушение. То есть там даже в основном здании базы уже находиться опасно, потому что там происходят обрушения. Также, например, раньше популярным местом было для фотографов и прочего сейчас скажу, здание ИТФ, по-другому реальное училище на улице Ярославского. Там тоже считалось, что место населено призраками, хотя я там был много раз в нем, ночью ничего такого не видел, но может быть что-то есть, да. Просто я историй этих слышал очень-очень много, но ничего прям конкретно отчетливого. И, к сожалению, это здание мы тоже теряем, потому что его уже огородили, туда нельзя просто так проходить. И я сам прекрасно понимаю, что там сейчас находиться уже опасно. Там тоже есть как бы большие угрозы обрушения. Еще в те времена, когда она более-менее нормально стояла, там уже нужно было ходить осторожно, смотря под ноги, потому что там были дыры в полу. А как же пост ГАИ заброшенный, в котором как бы в 90-е годы изнасиловали девушку, и потом она там мешала людям работать? Да, я слышал вот эту легенду. На самом деле там можно сделать даже довольно-таки большой отдельный подкаст, потому что там история достаточно запутанная. Оказывается, там даже нашли... там даже был еще призрак безголовой женщины, и там реально нашли это тело без головы. То есть тело нашли, а голову как бы так и не обнаружили. Это вот как бы по свидетельствам очевидцев. И что конкретно творилось с этим постом ГАИ, тоже непонятно. Но, то есть я слышал про вот эту легенду, про вот эту девушку, которую бросили. Говорят, что там полицейские спали, и потом она уже начала, ее призрак начал стучаться туда, в пост, неоднократно по ночам, из-за чего полицейские решили
ну, отказывались уже выходить на дежурство. Я потом узнал как бы более такую прагматичную версию, почему этот пост был заброшен. Я как раз общался с одним человеком, который работал в то время в полиции. И он говорит, что когда посещал этот пост ГАИ, там дежурные, они ничего такого как бы не сообщали. То есть, если бы там реально был какой-то такой вот инцидент, то о нем было бы известно. Ну, как бы там слухов таких не ходило. Это раз. Может быть, это было с каким-то конкретным патрулем, который потом оттуда снялся, да? Не патрульным, а с постовыми. А вот как бы те, которые вот в то время уже в более позднее дежурили, они ничего такого даже не слышали. А потом, оказывается, этот пост был заброшен не потому, что там их терроризировало привидение, а в том, что он находился слишком далеко от Покровска, а он относился к Покровской полиции. И им приходилось постоянно возить сотрудников как бы туда вот и обратно. И это тоже как бы занимало время, силы людей. И как бы у Покровской полиции, как бы город небольшой, людей, я тоже думаю, вряд ли было много. Вот. И вопрос касался как раз в том, кому это передать. И в итоге было решено из-за того, что он слишком далеко находится от населенных пунктов, его забросить. И, кстати, вот ныне, который стоит пост ГАИ на Покровском тракте, это не тот, о котором шла легенда. А где? То есть он находится, где сейчас стоит памятник Орлу. То есть та вот самая площадка, потому что сначала этот пост стоял заброшенный, потом по каким-то причинам его вовсе как бы полностью снесли. И там уже просто такая как бы бетонная площадка оставалась. И вот на том месте уже появился вот этот самый памятник. Получается, там его уже нету? Да. Поста. Да. Ну, может быть, просто он, я не знаю, нарушал ландшафт, или были какие-то хулиганские происшествия, связанные с этим местом, поэтому, возможно, его убрали. И, вот, как сами знаете, действительно, вот где стоит вот этот памятник Орлу, место просто физически оно неудобное для несения служб. Да. Хорошо, спасибо. Наш второй раздел называется «Мистический Дмитрий», потому что вокруг вас ореол таинственности, да, я вот хочу немножко его приоткрыть нашим зрителям. Так, и начнем с личного. Как у вас на личном фронте? Как говорится, все сложно. Хорошо. Ну, в смысле, нехорошо, ясно. Так, а тогда какой типаж женщин вам нравится? Ну, наверное, загадочные. Загадочные? Да. Ну, тогда пойдем по-другому. Какая у вас мама? У меня мама на самом деле человек такой четко именно от этого мира материального, да. И она такая, достаточно конкретная, я бы сказал. Вот, она очень хорошо следит за хозяйством, знает, например, где, например, что-то можно купить дешевле и так далее. То есть она прямо человек земли. И вам нравится совсем другой типаж женщин. Интересно. Я вот смотрела у вас в Инстаграме, у вас там белый котик, белого цвета котик, да? Как его зовут? И есть ли какие-то интересные истории, связанные с ним? Ну, на самом деле есть, потому что это белая кошка, ее зовут Манеки Нега, в честь японской кошки, которая машет вот лапой, вот эта белая денежная кошка. Вот, она приносит как бы счастье, удачу и так далее в дом. Мне ее дала на передержку подруга. И самое интересное то, что эта кошка, она у меня проявилась, ее фантом проявился буквально за несколько дней до того, как ее мне принесли. То есть я даже не знал, что у меня подруга хочет кошку куда-то пристроить. У них там, оказывается, уже у нескольких членов семьи дома началась аллергия на кошку, на шерсть. Она такая довольно пушистая. И оказывается, она искала, а у меня дома было видение. Я однажды сижу, и я вдруг увидел, как в прихожей появилась белая лапка, вот так вот махнула. Ну, как будто вот, из-за угла. Просто вот так вот махнула, как будто поприветствовала. Я такой еще думаю, что такое? Я еще думал, может быть, с коридора незаметно кошка забежала. Я давай искать ее, никого нет.
Я же думаю, что такое, а потом подруге рассказал, и она, видимо, поняла, что это был знак, и потом привезла мне вот эту кошку на передержку. В итоге получилось так, то, что я ее оставил себе, потому что я понял, что эта кошка, она действительно талисман. Ну, то есть, во-первых, был такой своеобразный знак. У меня, кстати, еще в тот день были гости, и одна гостья почему-то сказала, говорит, у тебя что, дома кошка появилась, что ли? Я говорю, нет. То есть у меня на самом деле на тот момент ни в планах, ни в мыслях ничего такого не было. Ну, она как бы витала уже в воздухе. И потом однажды у меня был сонный паралич, и во время сонного паралича мне казалось, что как будто по мне ползет какой-то скорпион и пытается дотянуться до сердца. Я его отпихиваю, и в этот момент во сне подлетает вот эта белая кошка, и его вот как бы с меня смахивает и начинает за ним гоняться, он убегает. Я потом просыпаюсь, оказывается, всего этого не было, это был сон, но кошка у меня сидит в ногах, как будто охраняет. Вот что значит, тем, кто страдает сонным параличом, нужно заводить кошку. Да, и плюс она на самом деле очень чувствительна к тонким энергиям, эта кошка. И она, например, когда у меня дома я что-то вот рассказываю, она вот самый кульминационный момент может появиться. Я даже когда записывал видеоблог, она вот тоже в самый такой напряженный момент вдруг резко запрыгнула на кресло у меня сзади. Кто-то из зрителей даже потом писал в комментариях, что он очень сильно испугался, там подавился едой во время просмотра. Интересно. Я думала, почему-то у вас будет кошка черная, а не белая. Ну, получилось так, ага. Интересно. Так, вас называют якутским Стивен Кингом. Вот если Стивен Кинг публикует свои материалы, то вы собираете истории и создаете книгу же, да? Есть проблемы с авторством? На самом деле нет, потому что многие истории мне как раз люди отправляют в личку и просят публиковать это анонимно, потому что они не хотят, чтобы с их именем как бы эта история она ассоциировалась. То есть у меня с большей частью истории как бы авторских проблем с авторскими правами нет. Потом часть историй я писал либо с памяти, либо с чужих слов. Прямо мне кто-то из знакомых, например, рассказывает, или просто так при встрече. Кстати, у меня еще истории начали пополняться вот во время экскурсий, например, во время авторских вечеров. Иногда сами вот люди, которые присутствуют, они тоже начинают рассказывать очень интересные вещи. То есть я скорее, наверное, как собиратель эпоса, то есть я действительно не писатель, как Стивен Кинг, который создает вымышленные миры. Я фольклорист. Ну, можно сказать, наверное, как аналог, современный аналог, наверное, Алан Хасуд. Я тоже об этом, кстати, подумала. Так, а вот какое ваше мнение про вот сейчас у нас вот про авторство проблема поднялась, да? Допустим, я не могу называть свой магазин или гостиницу Туяра Алас. Вообще, как вы считаете по теме авторства, правильно ли она вообще поднимается или нет? Ну, на самом деле, да, то есть юридически-то она на это имеет право, и, скорее всего, она защитила свое имя, имеется в виду, чтобы оно полностью не повторялось, то есть Туяра Алас. Как бы, я думаю, имя отдельно нельзя как бы, защитить. Это, например, как компания Marvel, она не смогла защитить свое название, потому что это слово, оно является общеупотребительным. То есть оно, по-моему, означает удивительный или невероятный, по-моему. И поэтому можно как бы спокойно там, не знаю, открыть кафе и назвать его Marvel. Вот интерес к потустороннему – это бизнес или все же увлечение? Это увлечение, которое я со временем смог монетизировать, на самом деле, потому что увлекался этим с самого детства, потому что в самом детстве я увидел полтергейст. Это как произошло? В возрасте где-то лет 5 я сидел, у меня была еще соседка в гостях. Мы сидели и играли, и вдруг мы оба увидели, как на кухне воздух поднимается графин, и кто-то начинает из него пить. И вода, как бы переливаясь за край, она просто начинает дематериализовываться. Исчезает прямо в воздухе. То есть она не проливалась на пол, не наполнялся чей-то невидимый желудок жидкостью, она просто исчезала.
Мы с этого были просто в шоке. После этого как раз... Потом ничего не случилось. Странно. То есть этот призрак, он попил воды и исчез. Но мне это очень сильно заинтересовало, потому что именно в тот момент я действительно по-настоящему поверил. Дмитрий, а увидим ли мы ваши вот эти сборники городских легенд, да, в кино? Кстати, вопрос интересный. На самом деле я работаю над сценарием. То есть один черновой синопсис сценария был уже написан. Я работаю с одним режиссером. Но как бы выйдет или не выйдет, это еще вопрос пока неопределенный. Поэтому я не знаю. Но с другой стороны, у меня всегда спрашивали, будешь ли ты делать сценарий для фильма или вот что-то такое как бы, на основе истории. Ну, я говорю, что да, я, по крайней мере, хочу это сделать, хочу попробовать, потому что, я думаю, плох тот писатель, который хотя бы просто не попытается снять что-то. Я не утверждаю, что у меня он обязательно выйдет, или то, что это будет что-то такое мега качественное, но думаю, что возможно, что да. Кстати, в этот самый момент вдруг с крыши упал снег. Значит, будем считать, что это как символ о том, что мы увидим скоро на экранах ваши истории. Спасибо, Дмитрий, что вы были с нами. И вам спасибо, дорогие зрители, что вы тоже были с нами. Всем пока. До свидания.